Истории о коварных преступлениях, гениальных сыщиках, трудных жизненных ситуациях, мистических ситуациях, а также чуде, которые вы должны обязательно прочесть. Сегодня мы рекомендуем вам обзор действительно интересных, остросюжетных и отлично написанных произведений. С вами рубрика «Про книги», выпуск 12. Первая книга, которую я хочу вам порекомендовать, является продолжением очень интересной и нашумевшей книги Уулжан Даулетбековой «Дневник мигранта», часть 2. 28-летняя Уулжан Даулетбекова в позапрошлом году выпустила свою первую книгу «Дневник мигранта». И в прошлом году наконец-то вышла ее долгожданная 2 часть. А во 2 части акцентируется внимание уже больше на молодых людей и больше о детях. И вот что пишет в кратком описании об этой книге. Это краткие рассказы 2 части дневника эмигранта, которые учат молодых людей тому, что в итоге побеждает любовь и добро, и что они не должны бояться сделать шаг навстречу своему счастью. А также стало совсем недавно известно, что Уулжан Даулетбекова по своей книге начала снимать фильм. Когда выйдет фильм, пока еще остается загадкой, потому что впереди сложные работы по монтажу и озвучиванию, но мы с вами непременно будем ждать выхода его замечательного фильма. Ну а пока мы советуем нашим читателям прочесть «Дневник мигранта», часть 2. Я хотел жить на воле, жить с ней, с любимой, но она догадалась. Альбина Избекова, мой лучший друг, убийца. Встречайте 10-ю книгу известной якутской писательницы, или как ее зовут, якутской Агаты Кристи, которая пишет и показывает про криминал не так, как все. Она очень интересно показывает человека в той или иной ситуации и как раскроется его характер, и показывает всю трудность работы, особенно психологически, человека в погонах. Ей очень важны чувства и ощущения с разных сторон. В этот сборник вошли детективные рассказы разных лет, написанные на основе реальных уголовных дел, запутанных, сложных, имевших в свое время большой общественный резонанс и, к чести сыщиков, раскрытых по горячим следам. Рассказы знакомят с нелегкой службой якутских оперативников, впечатляют мужественными и яркими образами сотрудников уголовного розыска. Среди них есть выдуманный герой, подполковник милиции в отставке, сыщик Петр Петрович Мурунов, прозванный еще в молодости «Золотой пяткой», которому не сидится дома, и он по-прежнему в эпицентре раскрытия уголовных дел. Нина Дьячковская «Повесть исчезнувших». История, основанная на реальных событиях. За каждой исповедью и откровением стоит живая боль. Распад Советского Союза для многих людей стал настоящим испытанием и личной трагедией. Обычная история любви женщины из северной глубинки и заезжего шабашника, переплетя с нитью судьбы великой державы, стала роковой для ее большой семьи. О такой ли судьбе мечтала влюбленная женщина? Но порою жизнь, как пустыня, сурова и горяча. Ведь повесть основана на реальных событиях. Виталий Егоров, идущий по следу. Виталий Михайлович Егоров, полковник милиции в отставке, уже известен публике своими остросюжетными детективами. В особенность его произведения все происходящие события основаны на реальных уголовных делах. Книги Виталия Егорова уже давно полюбились поклонникам детективного жанра. Написано тонко, изящно, с полным погружением в описываемые события. Такого плана произведений писателей с его почерком в литературе Якутии еще не было. Одержимая тайным даром. Документальная проза о Кюнне Кардашевской. 2 издание, переведенное и с дополнениями. Кюнне Кардашевская обладала уникальным даром шаманизма.
унаследованным от предков. Она исцеляла людей, обладала способностью к левитации, меняла обличие, чему имеются многочисленные свидетельства. В книге приводятся воспоминания ее матери, родных, друзей, знакомых, а также людей, не знавших ее при жизни, но тоже убедившихся в существовании ее таинственной силы. Издание посвящено явлениям потустороннего мира и чудесам, которые являет нам сама природа. Книга по себе очень интересная, такая мистическая, можно сказать, да. Здесь очень хорошо переданы чувства тех людей, свидетелей, которые стали свидетелями ее тайных, каких-то вот шаманских глубинных сил. Книга читается на одном дыхании. Когда вот читаешь книгу, появляется ощущение о том, что вот по коже бегут такие вот мурашки, ты чувствуешь какое-то вот волнение и такое чувство, вот, что рядом с тобой присутствует вот кто-то стоит или за тобой кто-то вот, наблюдает. Не с такой-то вот силой, да, вот типа зла или что-то ужаса, а просто вот какое-то что-то вот такое доброе и навязчивое присутствие. Также в книге имеются личные фотографии самой вот Кюнней, ее друзей и родных и близких. Также очень порадовало то, что в книге были добавлены уже свидетельства и рассказы не только ее родных и близких, да, но и людей, которые вот вживую, воочию убедились о том, что среди нас была и жила вот такая замечательная и сильная девушка с очень сильным характером и с очень такими вот таинственными и, можно сказать, мистическими способностями. Так, впервые в мире выходит книга, основанная тоже на реальных историях о жизни ребенка-шамана. Если вы любитель детективов и книг, основанных на реальных событиях, то наша сегодняшняя подборка является достойной своего жанра. Поверьте, вы не сможете оторваться от чтения ни на секунду. Вы получите истинное читательское удовольствие и много раз по-настоящему удивитесь. Ну а с вами была рубрика про книги. До новых встреч! Кстати, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Всем пока!